Эфир продолжает выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко. И вот главные темы к этому часу. Заболеваемость COVID-19 снижается, однако ограничительные меры будут продлены на территории республики. Глава региона провел совещание с главами муниципалитетов Якутии. Столетний юбилей празднует постоянное представительство республики при президенте России в следующем году, однако подготовительные работы в самом разгаре. Внимание, перепись! В Хангаласском районе начат учет охотничьих видов животных и птиц для следующего сезона охоты. Айсен Николаев провел очередное совещание с главами районов и городских округов по эпидемиологической ситуации. Руководитель республики ознакомился с обстановкой на местах и дал ряд новых поручений. Глава заявил, что в целом по республике эпидемиологическая ситуация улучшается, но все еще есть населенные пункты, в которых наблюдается рост числа заболевших. В их числе он назвал Якутск. На столицу республики на сегодня приходится от 60% выявляемых случаев. Айсен Сергеевич анонсировал свой указ, по которому будут продлены такие требования, как масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция. Он заявил, что все массовые мероприятия должны проходить с соблюдением ограничительных мер. Прежде всего это касается наполнения залов на 50%. Также глава распорядился усилить работу по вакцинации лиц старшего поколения, которые сегодня остаются в зоне риска. 40 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за последние сутки. Как сообщила в ходе брифинга заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина, из них в Якутске зарегистрировали 31 случай. В Мернинском районе выявлены 3, в Нерюнгринском 2. Единичные случаи заболевания зафиксировали в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском и Усть-Майском районах Якутии. За последнюю неделю ни одного случая не выявлено в 15 районах республики. Обращаем внимание на столицу республики, в котором непосредственно по сравнению с прошлой неделей характеризуется определенного рода повышением количества выявленных случаев. Это связано прежде всего с тем, что у нас достаточно большое количество сегодня снято ограничительных мер, которые связаны как с посещением детьми, так и взрослых различного рода мероприятий, и в том числе и учебных заведений. В связи с чем еще раз обращаю внимание на то, что ограничительные меры, установленные указом главы Республики Саха-Якутия, направленные на снижение, на нераспространение новой коронавирусной инфекции в республике, являются действующими. Якутская республиканская клиническая больница сегодня провела итоги деятельности за прошлый год и поставила задачи на этот. 2020 для коллектива был сложным и напряженным, обусловлен работой в тяжелых условиях пандемии COVID-19. Республиканская больница стала центром для лечения этой угрозы и первой приняла удар, когда 17 марта прошлого года поступил нулевой пациент. Работа больницы была выстроена в соответствии с указами президента России и главой республики. Начиная с марта прошлого года деятельность была поэтапно перепрофилирована. Были развернуты койко-места для инфицированных. К концу прошлого года число работающих с больными коронавирусом составило 1403 человека. Задача, конечно же, отработать следующий год, естественно, с положительной динамикой. Все те наши предложения, чтобы они были как-то выполнены, да? Это и по закупке оборудования, это и по внедрению каких-то новых методик. Стоимость поездки на скором поезде от якутского поселка Нижний Бестях до Владивостока составит от 4500 рублей. Ориентировочно время пути до Владивостока составит 2,5 суток. Стоимость проезда в купейном вагоне составит от 7000 рублей, а в плацкартном от 4,5. Запуск скорого поезда Нижний Бестях-Владивосток планируется в 2021 году. Это позволит повысить качество транспортного обслуживания населения и улучшить связи между регионами Дальнего Востока. В Хангаласском Улусе проводится полевой этап зимнего маршрутного учета диких животных и птиц. Так называемая перепись охотничьих видов животных и птиц, обитающих на территории района, осуществляется инспекторами охраны природы ежегодно. В дальнейшем на основе собранных данных будут формироваться квоты добычи животных и дичи на сезон охоты 2021-2022 года. Об этом сюжет Виолетты Засимовой. Инспектора по охране природы Александр Бардеев и Александр Владимиров на УАЗике выехали на очередные полевые работы в рамках зимнего маршрутного учета. В этот раз в местность, где пролегает речка Бестях.
Зимний маршрутный учет проводится на особо охраняемых природных территориях. Это у нас ресурсный резерват Жарано, также на общедоступных охотничьих угодьях и закрепленных охотугодиях. На закрепленных охотугодиях учет проводят охотпользователи. Для проведения полевых работ установилась благоприятная погода. Солнечно, нет ветра и снегопада. Инспектора внимательно из салона автомобиля следят за дорогой, точнее за ее обочиной. Если виднеется достаточно свежий след, пересекающий дорогу, они останавливаются, изучают следы и вносят данные в блокнот, а затем в спутниковый навигатор. Этот след принадлежит зайцу, беляку. Вот она пробежала также на север. Примерно когда? Опять сегодня утром. Учет следов животных и птиц проводится по заданным маршрутам. На сегодняшний день инспекторами по охране природы Хангаласского улуса пройдено более 35 маршрутов. На территории района водятся косули, лоси, изюбры, дикие северные олени, кабарга, зайцы, беляки, лисы. Встречаются росомаха, соболь, глухарь, куропатка, тетерев, рябчик и так далее. Численность охотничьих животных и птиц в Улусе как растет? Ну, скажем так, в основном она сохраняется стабильно, но можно и положительные стороны. Это увеличение численности изюбря, то есть благородного оленя. Вот можно наблюдать. Далее можно наблюдать, что заяц-беляк опять же наконец-то начинает увеличиваться. В последние годы помощь в поддержании стабильной численности диких животных начали оказывать обычные жители Улуса. Они собираются группами и выезжают в охотничьи угодья общего пользования. Устанавливают там кормушки и наполняют их сеном. В первую очередь такие кормушки направлены на поддержку диких копытных животных. Полевой этап зимнего маршрутного учета стартовал в конце января и завершится 15 марта. После будет произведен расчет численности животных. По итогам зимнего маршрутного учета будут сформированы квоты добычи диких животных и птиц на предстоящий сезон охоты. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Сегодня в Амгинском районе в центре села Амган детям-сиротам торжественно вручили ключи от новых квартир по программе «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Застройщиком объекта является строительная компания «Нитстрой». Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, строительная компания завершила строительство 34-квартирного жилого дома на улице Ленина, 66. Ключи от новых квартир получили 10 сирот. На сегодняшний день по этой программе ожидают получения жилья 64 сироты. В этом году в центре села ожидается ввод еще 2 многоквартирных домов, куда заселятся сироты и жильцы аварийных домов по программе переселения. Очень знаменательный день для нашей фирмы, потому что данный дом является первой ласточкой для нашей организации. Помимо этого, вот мы строим по Ленина 31. Дом тоже будет введен в конце марта этого года. В столице региона стартовали мероприятия по подготовке к столетию образования постоянного представительства Якутии при президенте России, который будет отмечаться в 2022 году. Сегодня в здании музея «Россия. Моя история» прошло совещание с участием постоянных представителей республики при президенте России разных лет. Были рассмотрены основные мероприятия, которые будут проходить в течение этого года в рамках предстоящего юбилея. Так, к юбилею выйдет книга об истории создания и развития этого подразделения. Также выйдет и фильм. Помимо этого планируется установка информационно-мемориальной таблички на здании постпредства в Москве. Будут проведены специальные мероприятия для молодежи. Мы сегодня составляем маршрут по памятным местам Москвы и Санкт-Петербурга, которые тронут сердце каждого якутянина. И это все произойдет уже в следующем году. А в этом году мы начинаем подготовку. И я думаю, что для каждого якутянина это действительно волнительное мероприятие. Это взгляд назад в историю, для того, чтобы уверенно двигаться далее.
«Герой среди нас». Под таким названием в столице региона презентовали сборник сочинений учащихся школ республики, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году патриотизма в Якутии. Выпуск книги стал возможным благодаря республиканскому конкурсу с одноименным названием в прошлом году. Организаторы собрали более 100 работ от учащихся школ и в итоге решили выпустить книгу, в которой юные якутяне рассказывают о своих родных, принимавших участие в войне. Торжественная презентация книги состоялась сегодня в музее «Россия. Моя история». Я написал про своего дедушку. В этом мне помог мой отец. Моего дедушку зовут Сусов Илья. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Я сильно горжусь им. В будущем я тоже хочу посвятить свою жизнь службе в военных рядах. Сегодня состоялся открытый мастер-класс «Секреты долголетия», приуроченный к Году здоровья в республике. Организаторами и инициаторами выступили ресурсный центр Дома дружбы народов имени Кулаковского. В качестве спикеров были приглашены общественники. Они показали дыхательные упражнения на хомусе, рассказали о пользе лекарственных трав, раскрыли секреты долголетия великих народов. В здоровом теле здоровый дух. С такой установкой провела свою лекцию инструктор по пилатесу Татьяна Алферова. Очень много людей у нас страдают именно со спиной. Поэтому очень на практике полезно, помимо того, что приходит массаж, чтобы более-менее разогреть, соответственно, у меня еще идет и гимнастика. Сразу же после того же разогрева туда же идет гимнастика. Поэтому это хорошо, что сочетаемые два направления. Минимально хотя бы себя подготовить утром, вставая на работу, какие-то делая первые движения. Мы просыпаемся, у нас тело лежало, оно неподвижно, как и наши глаза, когда мы только пытаемся их раскрыть, мы их не можем, бывает очень долго. То же самое у нас и с телом. Оно пробуждается, бывает у кого-то побаливает с самого утра, поясница самая проблема. С 26 по 28 февраля в городе Якутске проходят самые ожидаемые соревнования. Лично-командный чемпионат республики по масс-рестлингу. На призы Гаврила Десяткина. Ежегодно чемпионат собирает на помосте более 300 сильнейших участников со всей республики. И этот год не станет исключением. Ведь по итогам соревнований будет сформирован состав сборной команды Якутии для участия на чемпионате России. Соревнования проходят по действующим правилам Всероссийской Федерации масс-рестлинга по системе выбывания после 2 поражений с разделением на группы А и Б. Нынче планируется соревнования в городе Москве Романа Дмитриева и Кубок Кавказа Республики Кабардино-Балкария. Я думаю, что наши спортсмены будут достойно соревноваться. Им желаю удачи. К этому часу пока все. Берегите себя и обязательно носите маски.